Присаживайтесь, пожалуйста. На определение административного суда города Бишкек от 3 октября 2003 года. Вот уже почти 30 лет Антонина Дмитриевна образцово исполняет полномочия судьи. Законодатель предусмотрел, что лишь до 65 лет судья может отправлять правосудие в местном суде. Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила ходатайство об отложении рассмотрения дела удовлетворить. В Бишкекском городском суде у судей радостное настроение с нотками сожаления. Они рады, что Антонина Рыбалкина уходит по выслуге лет в отставку, не имея нареканий в свой адрес. А с другой стороны, судьи не хотели бы отпускать высококвалифицированного коллегу, с которым легко работается. Я еще не ознакомилась, да. Сейчас мы ее Усаина забирала. Юная Антонина мечтала стать судьей и быть одним из носителей венца юридической профессии. Своим стремлением достичь поставленной цели она прошла свой путь по профессиональной стезе. Целью моей жизни было устроиться на работу в суд, и я добилась этой цели. Я начала свою трудовую деятельность с Канского районного суда в качестве секретаря судебного заседания. Потом я поступила в Ташкентский юридический техникум, который в 1980 году закончила с отличием. И мне в те времена вот давали такие направления вне конкурса, возможность поступить в университет. Я сдала экзамены успешно, и вне конкурса в 1980 году была зачислена в Кыргызский государственный национальный университет на юридический факультет, который закончила в 1985 году и по распределению была направлена для работы в органах прокуратуры. Вот, считайте, с 1985 года по 1994 год я работала в органах прокуратуры, помощником прокурора Ленинского района, потом помощником прокурора города Бишкек, потом была назначена начальником отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах. Проработала в этой должности немного, прошла собеседование на должность судьи Ленинского районного суда. Вот, и была, избрана судьей Ленинского районного суда. Для меня работа судьей, должность судьи, это было что-то, знаете, цель моей жизни. Мне всегда казалось, и я считала, и потом убедилась в этом, что работа судьей – это венец юридической профессии. Антонина Рыбалкина, по оценке коллег, всегда стремилась достигнуть равенства между законностью и справедливостью. Как судья она снискала уважение среди своих коллег. Антонину Дмитриевну я знаю с конца 90-х годов, то есть с арбитражной системы. В 2002 году была открыта единица помощников судей в Высшем арбитражном суде. И в конце 2002 года я стала помощницей у нее. Вот с того момента, как сказать, мы стали тесно с ней работать. Она просто как человек, она как мать. В действительности, когда я только-только начала работать помощницей, она как мать, она мне помогла всем умениям, навыкам именно помощника судьи и вообще со всех сторон. Если человек самый легкий, значит он и прост, и легок на работе. Я не слышала такого, что вот Антонина Дмитриевна, вот у нее какая-то претензия или у нее какие-то требования особые. Все, вот большинство, не большинство, даже все, я скажу, отзываются о ней с большой буквы. Таких нужно судей действительно почитать, уважать. Такие судьи должны быть в системе. Антонина Рыбалкина с 2007 года по настоящее время блестяще показала себя в должности судьи Бишкекского городского суда. Да, я с Антониной Дмитриевной работаю с 2018 года, как прибыл в горсуд, как назначен был горсуд судьей. Я сразу начал работу с Антониной Дмитриевной в одной коллегии. Я был вначале судьей рядовой, потом в 2019 году я как стал замом, работаю с тех пор с Антониной Дмитриевной бок о бок. Да? Она творческий человек, она может участвовать в различных творческих наших мероприятиях. Я помню, мы с ней один раз выступали по конкурсу кыргыз тили, по госязыку. Она там нам песню спела на кыргызском.
Так что она знает кыргызский, она училась, работала над собой. Антонина Дмитриевна очень добрый, отзывчивый, коммуникабельный человек. Она профессионал своего дела. Она досконально изучает каждое дело. Она компетентна в своей работе. Ее самоотверженный труд по отстаиванию справедливости, ее объективность и беспристрастность в осуществлении правосудия, я думаю, явилась результатом ее долгой и безупречной работы в судебной системе как судьи Верховного суда, так и судьи местного суда. Нет сомнений в том, что Антонина Рыбалкина внесла свою лепту в развитие судебной системы. Она приняла участие в деятельности рабочих групп по подготовке проекта закона о внесении изменений и дополнений в закон о банкротстве, проекта закона о консервации, ликвидации и банкротстве банков, проекта закона о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, по разработке проекта административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, по проработке материалов судебной практики по гражданским и экономическим делам. Также, являясь членом научно-консультативного совета при Верховном суде, Антонина Дмитриевна стала одним из авторов научно-практического комментария к Гражданскому процессуальному кодексу Кыргызской Республики и закону Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах. Так Антонина Дмитриевна достойно работала, уважаемая в судебной системе. Сколько лет? Является наставником, преподает в ВШП. Этот этап в жизни, когда не надо спешить на работу к 8:30, тем более она приезжает с канта и не опаздывает никогда. У нас здесь в городе живут некоторые, опаздывают, а она молодец, всегда вовремя. Вовремя уходит тоже. Нет никаких нареканий по работе. Так что мы ее ждем все равно и в школе, и здесь. Так что она еще пользу принесет нашей судебной системе. Своей преданностью венцу юридической профессии Антонина Рыбалкина способствовала укреплению имиджа судебной власти. Сегодня остается лишь поздравить с юбилеем и пожелать доброго здоровья, безмятежного и благополучного нового этапа жизни.